эфире абхазского телевидения программа «Аман». Здравствуйте. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Не просто так я вспомнила фразу Зигмунда Фрейда. Сегодня в гостях программы «Аман» психиатр Гванца Мачаваряни. Внешне уравновешенный и приятный человек. Что может вывести ее из себя? Об этом узнаем немножко позже. А сейчас давайте глянем в ее досье. Гванца, здравствуй. Здравствуй. Ощущаешь холод? Да, здесь прохладно. Готова в ближайший час быть под прицелом объектива камеры? Да. Тогда начинаем. Я не психиатр и не могу отличить правду от лукавства, поэтому использую вот этот детектор лжи. Задам тебе 10 вопросов. Ты должна ответить коротко, да или нет. Правильные ответы фиксирует наш детектор. Начинаем. Ты попытаешься обхитрить наш детектор лжи? Нет. Хотела бы быть таким же великим, как Зигмунд Фрейд? Да. И детектор говорит «да». Твои пациенты выводили тебя из равновесия? Да. У тебя у самой есть психиатр? Нет. Психологи. Пациенты когда-нибудь подвергали твою жизнь опасности? Нет. Ты плакала от жалости к пациенту? Да. Ты нарушала врачебную тайну? Да. Супруг юрист. Чтобы узнать больше, чем он говорит, как психиатр, изучаешь его мысли и жесты? Да. Ты смотришь «Игру престолов»? Да. В этом сериале очень часто зло побеждает добро. Ты способна на жестокость? Да. Посмотрев результаты, я могу сказать, что ты была с нами искренна. Тебя ждет группа журналистов. С ними тоже не будет просто. У них много вопросов, и они тоже надеются получить честные ответы. Приглашаю на беседу. Начнем. Тогда я тебя освобождаю от детектора лжи, и мы переходим в большую студию «Аман». Прошу следовать за мной. Ну что, ребята, делаем ставки? Кто Ты как следующий? будто в казино сейчас Ну, сидишь. так как мы сегодня говорим на русском языке, здесь угадать невозможно. А если бы на абхазском было, можно было Почему? еще, Мне как кажется, круг что, сузился. мне кажется, что будет врач, потому что термины медицинские переводить на абхазский язык очень тяжело, поэтому А беседа. я думаю, А просто может, вообще человек, который юрист не какой? разговаривает на Ну, русском, если типа. доверять моей женской логике, то будет Которой женщина, верить потому что в нельзя. прошлый раз был парень. Я думаю, что будет мастер кунг-фу. Ну что, Здравствуйте. угадали? Ребята, ну что, вы ожидали психиатра? Я сказал изначально. Нет, я не Нет, к я тому, думаю, что что у вас будет- какие-то проблемы. Нет, все нормально. Сейчас У вас выясним, у кого просто проблемы. хотела узнать, у вас был опыт общения с Нет. психиатром? Нет. Сегодня у вас такая возможность есть. Наш психиатр Гванца Мачаваряни. Единственное, у меня к вам просьба. Я понимаю, сейчас вы ее завалите вопросами. Все, что касается психики, это всегда каждому человеку интересно. Но за психиатром попробуйте увидеть личность человека Гванцу Мачаваряни. Хочется о ней, как о человеке, тоже узнать как можно больше. И не уходите в психиатрию. Постараемся. Все, я вас оставляю. Гванца, держитесь. Это такая неистовая четверка. Ну, я думаю, у вас получится. Все. Я Удачи, я слежу за вами. Надеюсь, вы нас здоровых заберете. Присаживайтесь. Спасибо. Добро пожаловать. Еще раз здравствуйте. Камила. Познакомимся для начала? Я Камила. хотел Нарсол. Аманда. Наур. Очень приятно. Гванца. Так, сразу же вопрос. У тебя такой же, кажется. Гванца?
Да. Буква С или С? Гванца, буква С. Ца. А за что имя? означает? Это означает огненное сердце. А расскажите нам немного сразу вот вкратце о себе, где вы живете, где вы родились, совсем немного, просто чтобы мы знали. Откуда, Имели как. представление. Ну, родилась я в Сухуме. Какое-то время после войны мы жили в Москве, какое-то время мы жили в Санкт-Петербурге, какое-то время мы жили в Прибалтике, в Вильнюсе. То есть побывала я много где. И в школу, в старших классах я уже ходила в Сухуми, мы вернулись в Сухум с мамой. Закончила я 4-ю школу, потом подготовка к университету, снова Россия, учеба в университете. Вот как-то так, В вкратце, общем, вы если сказать. путешествуете с рождения. Да, вот мне как-то повезло. Сами когда-нибудь обращались к психологу, например? Да. Да, Да, это здесь, в безусловно. Абхазии Психиатру, или там, психологу? в России? Не к психиатру, к психологу. К Психологу. психиатру я бы не смогла работать тогда, если бы мне пришлось обратиться к психиатру. К психологу я обращалась, но за пределами Абхазии. И мне это во многом помогло. Опять же, принять себя, принять какие-то свои недостатки. Потом есть какие-то моменты, когда профессионально начинаешь уставать, и твои же пациенты начинают немножечко вызывать уже у тебя какое-то чувство нетерпения. Эти моменты тоже прорабатываются с психологом, безусловно. А вы чаще на людей смотрите как психиатр или вот как обычный человек? Как обычный человек. А потому сразу не что- возникает такое, вот я психиатр, щас Анализ я какой-то. посмотрю, анализ. Ну, если этот человек прям грубо выбивается из какой-то общественной картины, тогда да. Потому что сам процесс анализа психиатрический, он сложный. Ты затрачиваешь очень много ментальной энергии, размышляя, анализируя человека. И, откровенно говоря, этим просто неохота заниматься вне работы. То есть вы сейчас по ходу нашей съемки не сможете сказать о каждом человеке, допустим, хотя бы предложение вот именно с психологической точки зрения? Или это невозможно? Нам бы было там, интересно, в течение... Ну, вообще-то она не имеет 25-30. права разглашать тайну. Ну, честно, может, всё. тогда Можно лично провести каждому. какой-нибудь Хотя я тест, не против. мини-тест. Ну, Логично. давайте в конце беседы. Хорошо. В конце беседы. Вот скажите, насколько вы спокойный человек, что вас может вывести из себя? Ну, меня достаточно легко вывести из себя, на самом деле. Даже несмотря на то, что А вы это психиатр. является что? психиатрическим А, заболеванием? Нет. Кванца, а прежде чем выйти замуж, вы как-то не рассматривали своего будущего супруга, вот не делали какие-то анализы, не проводили там с профессиональной Я сейчас точки должна зрения? признаться. Или повели на прием к психиатру. Нет, вот честно я могу сказать, что это был Я почему и поняла, что вот за него надо выходить замуж, потому что это был единственный Самый здоровый момент человек. в моей жизни, когда я Когда вы не вообще не хотели проверять? думала. Абсолютно, у меня мозг не работал в Но этот это, момент. наверное, из-за любви, скорее всего. Говорят же, когда человек любит, он слепой. Да, когда ты любишь, то ты перестаешь анализировать ситуацию, абсолютно ты действуешь эмоционально. И в этом феномен любви, влюбленности, это удивительное чувство. А чем он занимается? Он юрист. В одном доме Юрист юрист и и психиатр. Да там у них целая династия, ваша мама, дедушка. Дедушка. Да, Да. расскажите, пожалуйста, вот выбор вашей профессии, как это было? Вы просто знали, что вы станете когда-то психиатром? Или, может, Или семья сомневались повлияла? Или где-то? всю жизнь хотели кого-то вылечить, и в итоге появилась такая возможность. Ну, Вот ваши дети, допустим, вы хотели бы, чтобы они были психиатрами? Нет, я бы не хотела. Я бы хотела, чтобы мои дети были счастливыми людьми. И пусть они сами делают в своей жизни Так, выбор. а психиатр несчастлив? Нет, я не говорю, что психиатры несчастливы. Именно Я в говорю, что выборе сама профессии. цель должна быть, чтобы человек был счастливым. ты Потому что делаешь. со своими пациентами бывает же так, когда ты очень сильно привыкаешь, и они Да. становятся ближе, якобы, как казалось, близких людей, ближе них. Я не люблю дружить со своими пациентами. Более того, я не люблю, когда мне приходится консультировать кого-то из знакомых. Объясню почему. Потому что Обидеть боишься. ты начинаешь тут же щадить пациента. Необъективно начинаешь Да, к этому ты подходить. пытаешься как-то более мягкую терапию подобрать. Хирурги тоже своих близких не оперируют. Это сложно, Да, это это тяжело. эмоционально очень сложно. Вот в каждой профессии есть свои минусы, огромные иногда Мгм, минусы. Вот да. как сказал наш режиссер, он когда смотрит фильм,
он не может расслабиться и насладиться картиной, потому что он ищет какие-то нюансы, погрешности и так далее. А вот в вашей профессии какие минусы? Комплекс Бога может возникнуть. Это очень опасно. Это как? В какой-то момент тебе может казаться, что ты знаешь ответы на все жизненные вопросы, и ты вдруг казаться начинаешь, да, потому что это не так. Естественно, это не А так. почему так кажется тогда? А как от этого избавиться? Допустим, Но- если ты так почувствовал, можно же это исправить? Или все, уже пора менять профессию? или как-то Во-первых, показать, сказать? надо постараться не допустить этого момента. Как только ты начинаешь чувствовать, что ты берешь на себя право давать какие-то советы жизненные человеку, потому что наши пациенты, они же приходят не только говорят: ой, доктор, я плохо сплю, помогите. Они еще говорят, что вот там у меня вот, ну, как бы какие-то проблемы там с родителями или с мужем или еще что-то. И тут ты думаешь, надо сейчас ему посоветовать, как поступить. А нет, ты должен себя сдержать. Ни в коем случае. Потому что мы не знаем ответов на все жизненные вопросы. Как только начинается вот это ощущение, что ты что-то уже чересчур хорошо разбираешься в чьей-то жизни, Что-то менять. надо что-то менять. Или пообщаться с тем же психологом. Это называется супервизия у нас. Ты прорабатываешь этот момент. Правду говорят, что все проблемы с детства? Я бы не сказала, что прям все проблемы Ну, из детства, но подавляющее большинство, Психологические. да, они тянутся из детства. Сейчас я позволю быть врачом, вы сейчас говорите о себе? Нет, я просто А размышляю. наболевшим? Ну вот примерно вот такие вот фишки в нашей профессии. Когда человек говорит, он всегда говорит о себе. К вопросу воспитания детей написано огромное количество книг и советов. И, Но не все эти книги работают у Не нас. все эти книги работают, более Да, того... скажем честно, никто здесь по книгам, никто никого не воспитывает. Нет, у меня есть Э, подруга. грубо говоря. Все, на самом деле, все очень индивидуально. Но самое главное, это воспитать себя. В первую очередь, потому что стабильная психика детей — это стабильная психика родителей. То есть, если у родителей все нормально, и у них нет неврозов, и они не пытаются за счет своих неврозов вырастить там молодого гения, потому что он чего-то там не достиг когда-то. Ну, грубо, это как один из многочисленных примеров просто. То есть, если родители лишены неврозов, то они выращивают, если можно так Но у сказать, нас здоровых, сейчас, гармоничных смотрите-ка, детей. то поколение родителей, которое сейчас молодое, они, которые родились либо во время войны, либо во время войны находились здесь и весь этот ужас видели, и Да. по-любому у них психика в детстве была нарушена. Теперь они являются родителями. То есть это мы тоже через пару лет будем, когда родителями, мы тоже во время войны все родились. И это не может повлиять как-то на нацию негативно. на Ну, безусловно, подрастающее конечно, поколение. может Каждая история, в повлиять. принципе, Это, может, да, это конечно. уже научно давно доказанные факты, что через 25 лет после военных действий, потом через 50 лет после военных действий, там определенные волны. То есть, когда подрастает поколение, и следующее поколение, которое выросло благодаря воспитанию детей войны, скажем так, да, то там определенные провалы даже в демографических волнах бывают и определенные кризисы именно в психоэмоциональных состояниях. Как раз-таки спустя примерно 25-30 лет после войны всегда повышается уровень и зависимости, и наркомании, и суицидов. Много проблем возникает в обществе. И, ну, это закономерность своего рода. Ну как-то ж можно щадяще предотвращать это все. Ну, каждый сам с собой должен работать. В семье. Это трудно работать в национальных Вот сейчас масштабах. да. 25 лет, вот вы говорите, первая волна. Сейчас Да. 25 лет, Да. ваша оценка вообще молодежи на сегодняшний день. Это Как психиатр, можно субъективно. просто как человек? Как вы Насколько наша молодежь, подрастающее поколение, нуждается в психиатре? В любой помощи. Ну, она субъективная будет, честно говоря, потому что сказать, что я там как-то занималась научными исследованиями или у меня есть статистика, я не могу, поэтому по моим ощущениям я могу сказать. Но на сегодняшний день вот молодежь до 25 лет, кстати, до 25 лет, она более здоровая, по моим ощущениям, чем вот от 25 до 35. Вот у кого именно детство пришлось на период войны, как-то больше проблем. Те, которые родились уже после войны, да, были сложности, но они росли более, ну, как бы уже более стабильное время было, относительно, сейчас, если можно так сказать. И более прогрессивная молодежь стала. Как таковой грубой патологии я не вижу. Есть какие-то отклонения, какие-то сложности, нужны психологи. Но, опять же,
Каждый может с этим справиться самостоятельно. Установка просто нужна. Но скорее всего, нужна цель в человеку. жизни, нужна установка действительно. Вы с большим количеством молодежи работаете, правильно? Да. Вот, исходя из этого, скажите, пожалуйста, какие ценности должны быть у молодого подрастающего поколения в приоритете и какие сейчас присутствуют? Самореализация. То есть этого очень не хватает, очень этого не хватает. На самом деле я вижу огромное количество талантливых ребят, которые в силу каких-то сложностей не реализуют себя. О чем говорить с наркоманом? Ну, Как тоже убедить ч- его, что это плохо и так далее? Ну, Это не- зависит только никак, от него нет, это или только- от семьи и так далее. Вот и ответ. Никак. Нет, То есть это не надо лечит. дать человеку возможность самому дойти до этой мысли. Тут вообще с людьми зависимого поведения, вообще наркоман как-то не очень люблю это слово, у людей, у которых есть проблемы с зависимостями, и, кстати, к этому относятся и булимия, и анорексия, которые сейчас постепенно становятся очень популярны у нас. Молодые девушки очень ну, как бы пользуются методами всякими, там, рвота и так далее. До Абхазии это тоже дошло. Воспитательные методы беседы, они вообще не работают. Ты можешь донести человеку информацию, ну, какие могут быть результаты вследствие твоего там потребления, там, такой, такой, такой. Но сказать, что вот это плохо, это аморально, И это он же нехорошо, ребенок, ну он, нет. конечно. И даже ребенку Он ты же так ребенок. не скажешь. Ребенок посмотрит, ты Ну мне да, говоришь одно, а ладно, живешь да. ты по-другому. Что я должен, ну, Мгм. как бы делать то, что ты говоришь. Человек должен дойти до осознавания того, что так жить дальше невозможно. И когда он приходит к этой мысли, тогда они приходят к врачу, они идут в реабилитационные центры, они идут в клубы анонимных наркоманов. Они, кстати, у нас в Абхазии тоже функционируют, и функционируют очень успешно. Там есть ребята замечательные, которые на протяжении многих лет живут в трезвости, и это здорово, я просто ими восхищаюсь, потому что преодолеть себя настолько, это очень сложно. Вы верующие? Да. Как вы относитесь к божеской болезни? Как это вообще? Я слышал, что это научно доказано и называется болезнь коры головного мозга, если я не ошибаюсь. Это- Какое интересное название. Это Ну, разве не шизофрения? Это бывает шизофрения, бывает истерические, бывает невроз. Потому что ко мне приходят разные пациенты, даже с банальным неврозом, и рассказывают, что когда-то там его там, от этого невроза, от страха, да, там лечили вот как раз-таки такими методами. То есть, по большому счету, спектр очень большой, там, ну, как бы, начиная от легких каких-то расстройств, заканчивая тяжелыми болезнями. То есть такой болезни, то есть это научно доказанная болезнь, это не божеская, не какая-то болезнь, вы так Нет, считаете? нет, конечно же. А экзорцизм? Конечно же нет. Экзорцизм с точки зрения официальной религии, он незаконен. Поэтому этот Это вопрос да, но лучше он же задать имеет место быть. Лучше священнику. забыть. Если говорить с научной точки зрения, да, это истерическая реакция. То есть там священник якобы какие-то проводит обряды, и пациент наш, который имеет истерический радикал, очень ярко выраженный, демонстративно, очень красиво корчится, катается по Я полу просто и была издает всякие разные свидетелем, звуки. и это было очень ужасно. Случайно Ну, попала. он же приобретает какие-то физические до этого момента, которые он не Неужели имел это возможности. самовнушение Дар, настолько например, работает? какой-то. Настолько работает самовнушение. Вообще А удивительно. сила откуда появляется у человека? Да, Ну, что слабого когда вдруг? психически больной человек возбужден, находится в состоянии агрессии, там худую девушку 40-килограммовую в пятером не удержишь. Это не какие-то сверхъестественные. Там идет настолько мощный выброс нейромедиаторов в головном мозге, очень высокий уровень гормонов, за счет которых, естественно, и мощь как бы придается физически. Интересно. А То вы есть всё так слышали легко ведь, объясняется, когда, да? конечно, состояние аффекта, когда там женщина ребенка чуть не придавила машиной, она там автомобиль может поднять, хотя она не культурист, Ну, в да? состоянии аффекта и во время страха человек способен на Ну, невероятные я об вещи, этом и это говорю, это же не это же не, то есть это научно обоснованные, доказанные вещи, что такие вещи, они реально могут быть с организмом человека, это правда происходит. И сказать, что это какие-то демонические, нет.
конечно же. А хотелось бы верить в это, знаете? Нет, знаете что, неужели люди, вот вы считаете, что болезнь это же лучше, чем что-то сверхъестественное, с чем ты не знаешь, как справиться? Это же как страшно, ну, Почему, мне не как знаю, кажется. что человек ко всему может приспособиться, он, наверное, найдет способы и это объяснить. И как-то сможет контролировать когда-нибудь. Если Бесов сможет контролировать? вообще все, что нельзя объяснить Вселяется пока. в человека. Пока нельзя объяснить. Сверхъестественное, назовем это так. Мы не можем объяснить это ровно потому, что у нас просто не хватает знаний. Какие-то вещи, если мы не можем объяснить, значит, у нас не хватает знаний. Когда-то люди верили, что громы, молнии, Ну, вот я об этом и землетрясения говорю. Это тоже фантастика. что-то Сверхъестественное сверхъестественное. что-то. Сейчас мы понимаем, потому что тектонические плиты сдвигаются и так далее, и там отрицательные заряды, положительные заряды, гром, Воздух вот и так теплый, далее. холодный. Да. Давайте Это, немного конечно, отойдем очень, да, от тема темы интересная, болезни и так да. далее. Хотел спросить, чем вы еще любите заниматься? Может, хобби есть какое-то? Может, вы поете, танцуете? Нет, Или петь. читаете слишком Если я много? буду Какие петь, не дай книги бог. читаете? Читать я люблю, но, к сожалению, в последнее время я давно уже ничего не читала. Одно из последних, что я читала, это «Множественные личности» Билли Миллигана, но это более приближенное к моей профессии. Обожаю это. Интересная книга, да. И, У нас бывают такие личности? ну, вот когда пытаются бесов изгонять, якобы одержимость, они же начинают говорить, Мгм. ну, как будто бы другими голосами. Но настолько ярко нет. Это вообще характерно больше для западной культуры. То есть даже сумасшествие, оно же модное. Например, В смысле? вот объясню, модные тенденции есть. Модные тенденции бреда. Мгм. К примеру, в Средневековье была модная одержимость, там, ведьмы, Да. колдовство и так далее. В 90-е началось вселение всяких инопланетян, Да, да. и вот как бы вот это была мода, что там Космические. космические Мгм. какие-то. В периоды, очень явно это видно, кстати, в периоды каких-то политических как бы волнений, там, выборов и так далее, у нас появляются пациенты, которые считают себя там, ну, Ясновидящие. какими-то, нет, какими-то претендентами на президентское, то есть они называют себя фамилией кандидатов да. в президенты, вот они говорят, что вот я Я настоящий, Буш, да? там такой-то, ну да. И как бы, а не он там притворяется, а вот я настоящий. А Там, уже и называют, президент, а я настоящий. Да, так. такой Но тоже это есть. нельзя назвать раздвоением личности. Это просто Да, человек... Это как шизофрения, это и есть схизис, шизофрения на латыни, схизис, это расщепление. Расщепление происходит личности, то есть вроде как бы ты его спрашиваешь, да, я там Хасик какой-то. Через 10 минут он вообще А другой сколько человек. личностей у человека может быть? Ну, 24. Это ты по фильму. Это если по Билли Миллигану. Но вообще классически это обычно две личности. Да, вот, Ну да, со странностями, скажем так. как бы, Со Мы странностями. все со странностями Нарсол. почему? Какие у вас странности? Нет, не надо думать, что все со странностями. Это не так на самом деле. Если есть у человека какие-то особенности, это не обязательно странности. А гениальные люди, они в силу того, что у них мозг работает немного по-другому, могут создать ощущение такое, что он какой-то не такой, особенно в нашем традиционном обществе. У нас-то общество немного ригидное, то есть какие-то отклонения от стандартов общепризнанных, они, ну, тяжело принимаются. Скажите, вот просто какие признаки должны быть, чтобы человек понял, попасть что к ему вам? надо к психиатру? Вот как мне понять, что Последний мне Мы Точно. надо к договорили психиатру? Три признака Я просто депрессии. хочу подвести. 3 основных признака депрессии. Это первое, это снижение настроения, безрадостность. Тринг, Безрадостность. А в основном люди говорят, что, ну, когда я спрашиваю, ну вот радость есть? Ну, есть. А чему вы последний раз, когда вы радовались? Ой, я не помню, сколько лет тому назад это было. Как может То есть, быть? Так радоваться можно просто хорошему От всего. интервью или погоде. Ну, или работа получилась какая-то, или, не знаю, праздник, или там куда-то позвали на день рождения, и ты наряжаешься, ты Ну, на радостный. свадьбу такой. точно. Депрессия, Все-таки настроение. Первое. расскажите, А третье вы никак Второе это снижение физической активности. То есть человек, если раньше занимался спортом или там ему, ну, как бы он был более активный, а сейчас ему лень как бы делать то, что раньше он делал с удовольствием. И третье это снижение умственной тоже активности.
добавляется к этому, некоторые пациенты говорят, такое ощущение, что у меня память ухудшилась. Так же Можно я бывает. кое-что скажу? Да. Вот все вот эти Конечно. болезни, которые вы говорите, что-то меня это все напрягает сейчас. Я просто еще раз хотел, ну, не знаю, как вы с этим совсем справляетесь. Вот сейчас я думаю, а если бы я был бы психиатром, вот все, что вы сказали, я думаю, все бы сразу стало на мне, и я бы, наверное, там же лег. Но Меня вы, лечили вы бы. Я наверное, хотел спросить, тревожно-мнительны по характеру. как вы боретесь с видно. этим совсем? Вот на вас ничего вообще не влияет? Вот, допустим, человек там очень, ну, плохо себя ведет, да, в больнице. Но Вы он же хочет напрягаетесь, спросить, вы вы же там- нервничаете, как Ну, вы конечно, он расслабляетесь? плохо как вы ведет с этим по отношению боретесь? ко мне Нет, себя нет, или вообще, что у него там свои дела. Вы вот там всё, не что вы слышите сказали. какие-то голоса, когда сидите, остаетесь одна? Как вы справляетесь У с нас этим совсем? бывает такая ситуация, когда пациент общается с врачом, например, и ну, ты так ему обычным тоном отвечаешь, и он так, тихо, тихо, здесь даже у стен есть шеи. И так, можно я вам напишу, типа, потому что тут везде прослушка. Ну, бывают такие моменты, когда ты сам напрягаешь, думаешь, боже, А вот неужели это такой правда? момент самый такой запомнившийся, когда вы просто в шоке были от пациента, что он такое вытворил, и я не знаю, что сказал, сделал. Поведение его странное очень было. Ну, напугал меня один пациент, но, правда, я тогда только недавно начинала Вот, работать, вот, расскажите. опыта у меня еще не было, еще я была сильно впечатлительная, не знала, как... И была такая ситуация, что общаемся мы с пациентом, и я, значит, у него спрашиваю, ну, вот голоса, что они говорят, какой текст. И он такой, они мне говорят убить всех врачей. И тут я резко напряглась, потому что до двери было бежать далеко. Он сильный, да? А он парень с Северного Кавказа, такой крупный был, и я думаю, что ой, мамочки, сейчас плохо дело. И, ну, как бы была такая немножко неловкая ситуация, конечно же. Да. Интересно. Ну, потом мы с ним договорились. А Да, кто ваш контексте. самый близкий друг? Моя мама. Мама? Да, моя мама мой самый близкий друг, самый близкий человек, самый ценный человек, мой role model, как говорят. Это замечательная женщина. Гениальная, умная, сильная, мудрая, так что... Мы с ней знакомы. Да? Да. Давайте вернемся уже К с самому чего первому мы начали. вопросу. Давайте. Можно мы хотя бы что-нибудь о себе услышим? Что-то- Или нам придется записаться прям На прием. чтобы Запишитесь на прием, ребят. нам необходимо. Консультация 1000 рублей. Вот А получается. когда у нас ну, зарплата? Листочками платить можно? Дерево с дерева. Это ГТРК шутки на самом платит. деле. Ну что я могу сказать? По большому счету, я вижу перед собой замечательных, здоровых, молодых людей. Не учитывается, что камеры включены, давайте Как По есть. чесноку. как на духу. Как есть. Но я думаю, что немножечко есть тревожно-мнительные черты, но это неплохо. Такие люди обычно исполнительные, они очень переживательные. Но сложно таким людям, потому что близко к сердцу воспринимают в жизни и в какие-то все ситуации, даже особо, которые к ним не имеют отношения. Было бы неплохо абстрагироваться от каких-то проблем и понимать, что вот я, а вот он. И это его проблемы, это его эмоции. То есть мне очень понравилась такая фраза как-то, если, мол, вы идете по улице, рядом с вами человек ковыряется в носу, а стыдно вам, то это ваш невроз, потому что это не ваш нос, это не ваш палец, Это не вы. это не вы, это он, это его проблемы, и вам стыдно быть не должно за это. То есть как-то надо расслабиться. У меня вопрос. Во время беседы дергать ногой — это знак того, что нужно идти к психиатру? Нет, почему же? Может быть, Просто вам- мы с Науром всю передачу сидим. У нас своя музыка. Нет, почему бы и нет? На самом деле, я тоже периодически, когда сидела, то терла руки то и так далее, но, естественно, мне дискомфортно, только внимание. Но это нормально, это небольшие проявления тревожности, но в этом нет ничего такого. Ну, человек, вы ответственный, я бы сказала, даже гиперответственный. Я надеюсь, редактор слышит. В каких-то моментах. Но это на самом деле, ну как можно сказать, что это плохо? Это хорошо. Это хорошо, но надо учиться отделять главные, второстепенные и важные вещи, на чем стоит заострять внимание, а что внимание и затрат эмоциональных, энергетических не стоит.
Нарсо. Тут будет Нарсо очень самый яркий, помимо того, что он самый крупный, он еще и самый яркий представитель команды журналистов и периодически любит притягивать одеяло на себя. Такие черты есть у гипертимов. Они за счет того, что у них вот, ну, как бы они всегда в таком хорошем, веселом настроении, случайно так получается, что как бы автоматически внимание перетягивается на них, и оно уходит от Да, остальных просто членов. интересно собеседник. Случайно он совсем не хотел. Но что головокружения от успехов как бы не было. Нет? Камила очень обаятельная девушка. Спасибо. Очень приятная и очень любознательная. Я думаю, что с амбициями девушка, с правильными. И мне кажется, многого добьетесь. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. И вам. А вы тоже про себя хотите услышать? Можно. Кванта, я попрошу вас встать. Я помню, в прошлый раз так просил режиссер. Вот я до того, как я скажу Кванте, поблагодарю ее за, правда, очень интересную беседу. Я хочу сделать вам несколько замечаний. Я вас очень внимательно слушала, чтобы вы учли и оттачивали свое мастерство на будущее. Первое, вот бывает у вас, вы так вовлекаетесь в беседу, вы не чувствуете, что вот только что вопрос задал ваш коллега, и вы хотите свой, и получается Ну, вы гость только что начинает сказали об только этом. отвечать, и вдруг сбивается. И еще вот ваши комментарии за кадром, они тоже сбивают с мысли героя. Ну, по крайней мере, я несколько таких вот фрагментов увидела. Ребята, оттачивайте свое мастерство, правда, было интересно, вы были хороши, так скажем. Ну, а Гванца, как всегда, на самом деле очень хорошую лекцию провела, и мне было интересно, я очень надеюсь, что зрителям тоже. Спасибо тебе большое. Не за что. И в конце характеристику дала полную, просто, правильно. Я этих ребят знаю хорошо и много лет, и точь в точь. Это все, что можно сказать, просто вот. Да. Без анализа. За 40 минут она вас раскусила. Будет у нас селфи. Конечно, традиционно селфи, если ты не С против. удовольствием, На почему бы нет? Легче. Так, хорошо, все гаджет видно, рука. Мгм. Гванца, какие вы эмоции получили после беседы с нашими журналистами? Я получила огромное удовольствие. Во-первых, я бы хотела вас поблагодарить за приглашение. Это был очень интересный опыт в моей жизни. Необычный, непривычный. Похожего интервью у меня еще не было ни разу. Не сказать, что у меня большой опыт, но тем не менее. Все очень молодежно, обстановка очень раскрепощенная. И несмотря на то, что ребята такие юные, обсуждались действительно интересные, серьезные темы. Замечательные были вопросы, очень интересные. И спасибо вам большое за то, что делаете такие продвинутые передачи, на самом деле. Здорово. Спасибо за теплые слова. У нас каждый гость оставляет свой автограф на этой стене, и попросим ваш. Думаю, вы не откажете. С удовольствием. Я не осмелилась попросить добавить ваш телефончик, потому что телевизионщикам очень часто необходим психиатр. Обращайтесь. Это была программа «Аман» на Абхазском телевидении. Я его ведущая Анна Гуния. Увидимся через субботу. До свидания. До свидания.